Конституция Кыргызской Республики гарантирует в установленных законом случаях юридическую помощь физическим лицам за счет государства. Во исполнение этой конституционной нормы был принят закон о гарантированной государством юридической помощи. Гарантированная государством юридическая помощь предоставляется в двух формах: юридические консультации и бесплатные услуги адвоката для граждан, обращающихся в суд. В 2022 году службой были оказаны 45 939 консультаций. В целях обеспечения доступности юридических консультаций гражданам при Министерстве юстиции создано 36 бесплатных центров юридических консультаций. В 2022 году на базе министерства открыт еще один центр. Кроме того, за отчетный период организованы выезды автобуса солидарности для оказания правовой помощи жителям более 50 отдаленных сел, закрытых учреждений страны, женских, мужских колоний и колоний для несовершеннолетних. В рамках выездов помощь получили 4620 человек. На национальном телевидении КТРК создана телепрограмма «АКСИС Адвокат». Каждую неделю граждане получают ответы на волнующие их вопросы в прямом эфире. Запущена горячая линия 114, которая консультирует население в формате онлайн. Горячая линия позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и при необходимости направлять их в другие государственные органы и органы местного самоуправления. По части правовой грамотности за отчетный период были проведены акции и декада бесплатной юридической помощи. Более 10 тысяч граждан получили юридическую помощь. Информирование населения осуществлялось через СМИ, телевидение, социальные сети, веб-сайты, буклеты, брошюры и плакаты. Общая аудитория составила около 200 тысяч человек. Квалифицированная юридическая помощь в процессе судопроизводства оказана 16 098 лицам, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Положительный результат оказания квалифицированной юридической помощи составил около 70%. В целях повышения качества помощи, оказываемой адвокатами, были предприняты следующие действия. Специализированы более 230 адвокатов на работе с детьми, жертвами домашнего насилия и торговли людьми, делами, связанными с наркотиками. Внедрены стандарты качества работы адвокатов, оказывающих юридическую помощь. Только при соблюдении этих стандартов гонорары адвоката будут оплачены. Проведено более 30 тренингов, семинаров и мастер-классов с целью повышения квалификации юристов. Разработана и в настоящее время работает в пилотном режиме в Чуйской области и городе Бишкек автоматизированная информационная система по оказанию гарантированной государством юридической помощи. Данная система направлена на упрощение и оптимизацию оказания квалифицированной юридической помощи. Разработана автоматизированная электронная система предоставления юридических консультаций. Эта система позволяет гражданам получать консультации онлайн. В настоящее время ведутся работы по модернизации системы с целью улучшения ее функций. На сегодняшний день разработана электронная открытая обучающая платформа, которая включает в себя модули электронного обучения по различным отраслям права и дает возможность пройти онлайн-обучение и курсы специализации для юристов и сотрудников системы государственной юридической помощи. Вместе с тем, в системе гарантированной государством юридической помощи существует ряд проблем, таких как низкая доступность юридической помощи на районном уровне, отсутствие нормативной базы по координации и контролю качества правовой консультации. Нет четкого взаимодействия между субъектами оказания юридической помощи. Качество услуг, предоставляемых адвокатами. Нет прямого администрирования услуг адвоката на районном уровне. Население мало знает о системе гарантированной государством юридической помощи. В 2022 году для решения этих вопросов была разработана новая редакция закона о гарантированной государством юридической помощи. Согласно его положениям, определен правовой статус и координирующая роль службы юридической помощи, порядок предоставления юридических консультаций и порядок контроля качества юридической помощи, оказываемой субъектами системы. Внедрены стандарты, обеспечивающие качество оказываемых адвокатами услуг. Внедрены механизмы оказания помощи адвокатами по гражданским и административным делам. В целях реализации закона
7 октября 2022 года создана служба правовой помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Увеличена штатная численность с 18 до 66 человек. Созданы подразделения службы на районном уровне. Разработан соответствующий проект постановления Кабинета министров в целях усиления координации и взаимодействия государственных и местных органов в сфере оказания правовой помощи. В целях повышения качества юридической помощи также разработан проект постановления Кабинета министров об изменении тарифов, уплачиваемых адвокатам, и усилении требований к ним. В 2023 году планируется большая работа, связанная с совершенствованием нормативной правовой базы, повышением доступности юридической помощи, координацией субъектов системы, улучшением качества оказываемых услуг, в том числе через повышение уровня компетенции персонала, автоматизацией и цифровизацией процессов управления, мониторинга и оценки качества работы. Служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.